Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 января 2020 года для весов. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов. Посмотрим совет на неделю. И сегодня прогноз делаем на колоде «Цыганский оракул». Первая карта для тех весов, которые находятся в паре. И здесь выпадает карта болезни. Дальше у нас те весы, которые ищут партнера. Выпадает карта радости. Теперь для тех весов карта, которые имеют работу. Здесь выпадает карта ожидания. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта письмо. Финансы для весов. Карта ученый. Карты не слушаются у нас. Уезжают. Так, и давайте начнем сначала с тех весов, которые имеют партнера. Здесь выпадает карта болезни, и она говорит о том, что вы, скорее всего, устанете на этой неделе от отношений, и вам захочется побыть в одиночестве, да, захочется расслабиться, захочется, может быть, как-то уединиться, для того, чтобы, может быть, о чем-то важном подумать, да, или, может быть, восстановить силы, может быть, очень много было потрачено сил на общение в этом, ну, вот в ближайшее время, в ближайшее прошлое, да, и вы сейчас хотите вот немножко прийти в себя. А также карта говорит о том, что в отношениях могут быть действительно какие-то размолвки, да, то есть какие-то болезненные отношения могут быть, и здесь карта говорит о том, что их нужно лечить, да, то есть нужно обязательно восстанавливать отношения, нужно помириться, нужно договориться и так далее. То есть карта говорит о том, что желательно, конечно, побыть в одиночестве, подумать, как лучше наладить отношения и сделать это, да, на этой неделе, тем более это возможно будет. Все проблемы можно будет решить. Причем лишь решить довольно-таки таким простым каким-то способом, да, ну, как вот у нас лекарство, да, мы знаем, какое лекарство выпить при какой болезни, вот точно так же мы и знаем, в принципе, как вопросы решить каких-то проблемных отношений. То есть здесь все будет легко решаться, если, конечно, не затягивать, если вовремя все как бы решать, договариваться, примиряться и так далее. Теперь для тех весов, которые ищут партнера, выпадает карта радости. Скорее всего, вы сможете познакомиться с человеком, даже не с одним, да, во время каких-то каких-то торжеств, какого-то праздника. Может быть, это будет встреча с друзьями или еще какие-то праздничные будут мероприятия, да, и вот действительно есть возможность знакомства, есть возможность хорошо провести вместе время, порадовать друг друга и так далее. И так как здесь у нас 3 фигуры изображены на этой карте, можно здесь сделать вывод, что действительно для вас вот эта встреча, которая будет на этой неделе, может иметь продолжение, да, и как результат может быть действительно какие-то длительные отношения, которые действительно вам будут приносить много таких приятных моментов, минут, да, то есть здесь действительно будет много радости в ваших отношениях. То есть как все начинается, так обычно и продолжается. Карта также показывает у нас здесь вот склон такой, видимо, горы, да, или может быть склон холма, и танцуют вот здесь фигуры прямо на склоне, да, то есть внизу в самом. То есть есть возможность развивать отношения, подниматься в отношениях. И здесь вот у нас изображены деревья, колонна, да, то есть есть на что опереться, и есть возможность действительно строить длительные такие здоровые, хорошие отношения. Теперь для тех весов, которые работают, здесь у нас карта ожидания выпадает. Она говорит о том, что не очень хорошее время для того, чтобы работать, да, желательно расслабиться, подумать о том, чего бы вы хотели достичь. Вот здесь женщина смотрит на город свысока, да, с высоты, и то есть вы сейчас можете как-то оглядеть свою жизнь и подумать над своими новыми планами, целями. Вы можете проанализировать вашу деятельность
с точки зрения, там, что хорошо, что плохо, что оставить, что убрать. И здесь действительно есть возможность вот вдали от суеты, от привычных каких-то дел поставить для себя новые цели, потому что вы такие отдохнувшие, да, и можете действительно собраться с мыслями и увидеть действительно то, что вам хочется достичь в своей деятельности. То есть здесь замечательная возможность для того, чтобы проанализировать, поставить новые цели и так далее. Кроме того, карта ожидания говорит о том, что могут действительно в ближайшее время прийти какие-то либо проекты, либо новые клиенты очень значимые, которые вас поднимут на более высокий уровень. Видите, здесь фигура стоит на балконе, да, то есть она выше города, выше чем как бы уровень земли, да, то есть здесь вот есть возможность роста, подъема и так далее, что вас очень порадует. Теперь для тех весов, которые ищут работу, выпадает карта письмо, то есть есть возможность получить либо приглашение, либо информацию просто, которая вам даст возможность трудоустройства. В общем, есть какая-то новость, которая очень важна для того, чтобы вы нашли работу, да. Тем более, смотрите, здесь вот на карте изображен стол, да, а стол у нас как бы атрибут такой, который вот в работе используется. Мы за столом работаем обычно, да. Скорее всего, эта работа будет связанная с интеллектуальной деятельностью, либо в офисе. В общем, там, где есть помещение, где есть стол, да, может быть, даже свой личный кабинет. Давайте посмотрим финансы для весов. На эту неделю здесь выпадает карта ученый, и она говорит о том, что вам нужно заняться тем, чтобы научиться управлять своими финансами. Может быть, открыть какие-то новые источники дохода для себя, тем более, что у вас есть для этого возможность. Скорее всего, вы просто еще не все свои возможности знаете. И есть, кстати, такая у вас потребность, скорее всего, привлечь к этому человека, который разбирается в этом. Либо, может быть, для кого-то важно будет учиться даже поступить, да, чтобы действительно был какой-то человек, который сам умеет финансами руководить, либо просто вот советом воспользоваться. А также карта говорит о том, что нужно обязательно очень разумно подходить к финансам для того, чтобы они у вас всегда были, да, то есть от вашего вот именно разумного подхода зависит, будут они у вас в достаточном количестве или нет. Вот здесь тоже у нас, смотрите, стол и красная скатерть, да. Красная — это всегда активность у нас, да, это любовь к тому, чем мы занимаемся. То есть нужно как бы с уважением, с любовью относиться к деньгам и вкладывать достаточно усилий для того, чтобы эти финансы приходили. И, конечно же, нужна информация. Информация как бы самая важная для вас, чтобы вот деньги у вас были, вам нужна в достаточной степени, в достаточном количестве информация. Давайте теперь посмотрим совет для весов на эту неделю. Выпадает карта посыльный. Карта говорит о том, что действительно для вас на этой неделе очень важно обращать внимание на всю информацию, которая будет к вам приходить. Вот, по сути, вот здесь два письма у нас получилось, да, то есть очень важно будет реагировать правильно на те знаки, которые дает вам жизнь, на то, что вам предлагают люди, может быть, совершенно даже незнакомые, да. В общем, любая информация вам на этой неделе очень важна. А также карта говорит о том, что неплохо было бы заводить какие-то новые знакомства именно в дальнем круге. И неплохо было бы, может быть, поучиться чему-то, да, в общем, все, что связано с письмом, словом, информацией, вот, с новыми людьми, это очень важно, да, это откроет для вас какие-то новые горизонты, откроет для вас двери, может быть, к новым каким-то достижениям, к новым финансам и так далее. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю прекрасного настроения, счастья и радости как можно больше. Всего вам доброго, до новых встреч!